Биография Ахмета Байтурсынова, видного общественного деятеля Казахстана, выдающегося лингвиста и литературоведа, началась в крестьянской семье в Тургайском уезде в 1873 году. Первоначальное образование мальчик получил в родном ауле Умулы. Затем в 1886 году поступил в Тургайское училище, а после его окончания в 1891 году пошел учиться в учительскую семинарию просветителя Ибрая Алтынсарина в Оренбурге. Сразу после окончания семинарии в 1895 году Ахмет Байтурсынов стал работать учителем. Преподавал Ахмет в те годы в Костанайском уезде, Актюбинске, Каркаралинском уезде. Учительская деятельность в Костанайском уезде стала судьбоносной для Байтурсынова. В то время он проживал у местного лесника, где познакомился с его дочерью, красавицей Александрой. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре решили пожениться. После заключения брака девушка взяла имя Бадрисафа Байтурсынова. В 1905 году Байтурсынов начал активную политическую деятельность, вошел в число авторов Каркаралинской петиции, в которой наряду с другими требованиями декларировались такие запросы: не экспроприировать земли у казахского народа, учредить народное земство, остановить поток переселенцев. С приходом советской власти Байтурсынов вступает в ряды партии большевиков и продолжает в ее рядах отстаивать права собственного народа. В 1929 году его арестовывают соратники по партии. Казахский ученый-просветитель сидит в Кызылординской тюрьме, а затем до 1934 года живет на поселении в Архангельской области. Но на воле он проводит не более 3 лет. Его вновь арестовывают, приговаривают к смерти как врага советского народа. Выдающийся казах был реабилитирован спустя 51 год после расстрела.